Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 6 лет 8 месяцев в колонии строгого режима получил житель Жиганска, который хотел убить свою девушку из-за ревности. 27-летний молодой человек подумал, что она мертва. Следствием и судом установлено, что 11 ноября 2018 года мужчина на почве ревности к сожительнице нанес женщине удар ножом в шею, после чего, решив, что она скончалась, скрылся с места происшествия. Этому событию предшествовали неоднократные ссоры подсудимого с потерпевшей, и после последней он решил уехать из поселка. Перед этим подсудимый позвонил женщине, но в ходе разговора она назвала его другим именем, и у обвиняемого возникла ревность, ставшая мотивом преступления. Женщине удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. В одном из магазинов Мирного обнаружили факты завышения цен. Как сообщает прокуратура, цена на муку превысила 11%, на макароны 36%, на курицу 6% и так далее. В отношении предпринимателя составлено административное дело по статье «Завышение установленных надбавок к ценам». Нарушения устранены, цены на продукты приведены в соответствие с установленными требованиями. Виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В селе Антоновка Нюрбинского района идет следствие по пострадавшей воспитаннице детского сада «Ромашка». 5-летняя девочка получила травмы, в том числе сотрясение мозга. В результате падения в ходе игры 5-летняя воспитанница детского сада получила повреждения характера закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга и другие, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. Падение ребенка произошло в период отсутствия воспитателя, которому в нарушение требований должностной инструкции не обеспечен надлежащий присмотр за детьми в группе, не приняты должные меры по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Прокуратура направила в связи с этим материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ребенку оказана надлежащая медицинская помощь в больнице. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. Она выписана и проходит лечение дома. В Ленском районе в суд направлено дело по смертельному ДТП. В конце сентября прошлого года обвиняемый проезжал на «Жигулях» по улице Победа в Ленске, где, потеряв контроль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся в салоне его автомобиля, скончался на месте происшествия. 27-летнего мужчину будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». С января этого года районные суды начали рассматривать дела, которые раньше находились в компетенции мировых судей. За 2 месяца в Якутский городской суд поступило более 130 уголовных дел по неуплате средств на содержание детей, а также за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. По статистике, именно эти дела стали наиболее распространенными. 27 декабря 2019 года внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, касающиеся подсудности уголовных дел. Изменения вступили в законную силу 7 января 2019 года. С указанной даты районные суды начали рассматривать уголовные дела, такие как нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, неуплата средств на содержание детей, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и другие. Ранее данные уголовные дела рассматривали мировые судьи. В связи с изменением подсудности в Якутский городской суд за последние 2 месяца поступило более 130 уголовных дел по неуплате средств на содержание детей, а также за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В настоящее время данные преступления среди вышеперечисленных остаются наиболее распространенными. И на десерт еще одна новость из Мирного, где в полицию обратился мужчина с заявлением о похищении микроволновой печи. В день происшествия мужчина купил новый бытовой агрегат и решил его обмыть. Пришел к приятелю. После изрядного количества выпитого он ушел, однако повод, то есть покупку, забыл. На следующий день приятель потерпевшего решил продолжить застолье и, чтобы добыть деньги на спиртное, взял и сбыл бытовую технику случайному прохожему. 40-летнему подозреваемому грозит 5 лет по статье «Кража».
На этом пока все. Берегите себя.